Girsin de kişiler auditoriyanı жоюп алалы. Az обращение сады Нургожоевичка и kimге обращение кылам. Обращение кылам азыр. Поделиться кылып турсаңыз, сураныч аудиторияны чоңойтуп алалы, аудитория көрүп турсун. Дагы саламатсыздарбы? Абумар, Айля Ушурова, Ильшат Надиров, Нуртай Разиева, саламатсыздарбы? Этикетан. Суранович, дагы поделиться кылып калсаңыз, Суранович. Сегиз эфирде. Байке, как выглядит Нуртай Разиев? Нормально. Злой до невозможности. Беспредел в Кыргызстане следственных органов. Беспредел в судах. Ну, суды это вообще это. Сейчас вышел с городского суда, это пипец. Да, вот 9 человек в эфире. 9 человек в эфире, пожалуйста, еще раз сделайте. Гена, сделай еще перепостов. Парин Бакашева, саламатсызбы. Сейля Кулукуева, саламатсыздарбы. Мен баштай берейин, 11 киши болду. Мен дагы биягында орусча айтам, анткени азыр именно процессте орусча өттү. Ошонун негизинде баштайын. Кечирип коюңуздар, но так надо. Ассаламу алейкум, Азеркин Разиев. Ассаламу алейкум, Байке, что с парнем? Парень в тяжелом состоянии. Такого специалиста нету. Пригласили какого-то специалиста с Алматы, он едет по его болезни. Ну, парень в тяжелом состоянии. Уважаемые друзья, уважаемые фейсбукчане, я буквально недавно выступал и выставлял пост по судье Бекенову, который вопреки Конституции о том, что пленум Верховного Суда закреплено в Конституции, что пленум Верховного Суда является обязательным для всех судов и судей, и нарушения есть, я об этом писал, об этом говорил. На сегодняшний день я все-таки думал, что Бишкекский городской суд это все-таки суд той инстанции, где все-таки трое судей посмотрят и скажут, что судебная коллегия, опытные судьи все-таки посмотрят и скажут, что пленум Верховного Суда обязательно для исполнения. И потому что это закреплено именно на бумагах. Но сегодня, буквально сейчас, судебная коллегия Бишкекского городского суда с участием одного из тех судей, который недавно обвинялся в получении взятки, где девушка сидит, то сегодня они подтвердили еще раз о том, что в Кыргызстане на сегодняшний день закон как дышло. Куда повернул, туда и вышло. Для того, чтобы сохранить, скорее всего, честь людей, которые во власти, сохранить честь людей, которые имеют деньги, находятся на таких должностях, как зампред таможни, представитель Нарынской области. Вот это все сегодня сыграло основную роль. Основную роль того, что сегодня, если раньше следственный судья Первомайского суда просто наплевал на Конституцию, если следственный судья наплевал на постановление пленума, которое обязательно для исполнения судов и
судов и следственных судей, то сегодня Бишкекский городской суд проявил фантастическое подтверждение того, что пленум Верховного суда в Кыргызстане это просто фиктивный орган. Норма, записанная в Конституции, что пленум Верховного суда является обязательным, и статья 118 Уголовно-процессуального кодекса является обязательным, то на сегодняшний день Бишкекский городской суд подтвердил значимости пленума Верховного суда абсолютно не нужно. Что пленум Верховного суда это просто игрушка для судей, чтобы эти судьи могли просто поиграть в добросовестность и создать видимость, что у нас в Кыргызстане существует пленум, то это, конечно, что-то. Теперь, уважаемый Замир Курамаевич Базарбеков, у меня к вам вопрос. Уважаемый Замир Курамаевич, скажите, пожалуйста, для чего и для каких целей вы собираете пленум Верховного суда? Для чего и для каких целей судьи сидят и обсуждают единообразие судебной практики, если это единообразие судебной практики не исполняется местными судами, а именно следственным судьей Первомайского района и коллегией Бишкекского городского суда? Хочу задать вопрос господину Синалиеву, председателю Бишкекского городского суда, моему Байкеше. Байке, вы тоже? Вы офицер, вы полковник. Вы тоже уже стали бесхребетным. Я так понимаю. Замир Курамаевич, скажите, пожалуйста, нормы Конституции о закреплении пленума Верховного суда, зачем тогда нужны в Конституции? Скажите, пожалуйста, Замир Курамаевич, на сегодняшний день зачем нужна судебная ветвь власти? Скажите, ответьте на этот вопрос. Вы не ответите, потому что вы сами, оказывается, там. Сегодня наибольнее это фантастическое решение, фантастическое постановление ГСУ МВД. Вчера вечером фантастическое действие ГСУ ГКНБ. И сегодня фантастическое решение коллегии Бишкекского городского суда. Я оставляю за собой право. И завтра я буду собирать всех адвокатов. Постараюсь собрать всех адвокатов, где нарушены конституционные права. Нарушены все подзаконные акты и нормативно-правовые акты своих коллег. Я постараюсь собрать. И, скорее всего, мы выйдем на пресс-конференцию, где поставим все-таки, скорее всего, вопрос о легитимности, о нужности пленума Верховного суда. Скорее всего, мы поставим, я так думаю, я посоветуюсь с коллегами, скорее всего, мое предложение будет такое. Признать, легитимный ли закон о Верховном суде Кыргызской Республики, где права человека не соблюдаются, где соблюдается
совсем другое. Я, скорее всего, завтра обращусь к депутатам Джорку Кенеша о том, чтобы они законодательно внесли предложение и разработали новый нормативный акт и закон, что существует и есть телефонное право. Нету уголовного права, нету гражданского права, а существует только уголовное право. И я задаюсь вопросом ко всем депутатам Джорку Кенеша. Вам, кроме как обсуждать, предлагать в прямых лучах герб нашей страны, или же в кривых ключах, у вас другой задачи нету? Вы почему не смотрите на реальные вещи, нарушения всех законодательных правовых актов со стороны следственных органов МВД в первую очередь, следственных органов ГКНБ во вторую очередь, и бездействие надзорного органа, который обязан надзирать за правильностью применения закона, и задаться вопросом: мы живем в каком? В правовом государстве? Или же это все фикция? На сегодняшний день, на основании всех тех нарушений, которые идут повседневно и каждый день, я считаю, что мы сейчас не можем остаться в статусе правового государства. И мне жаль, искренне жаль нашего президента Садыра Нургулджиевича, который, хотя бы показывает, что он работает, а может быть он и работает. Но окружение и тот бюрократическое окружение президента, они его просто вот так мочат и занимаются уничтожением его бэкграунда. Мне очень жаль, искренне жаль Камчыга Дышаевича, который действительно идет шашкой в руках и борется, работает. Но мне искренне жаль его за то, что его структурные подразделения, а также как глава, как заместитель вице-премьер, курирующего весь силовой блок, мне обидно за то, что их всех, их же следственные органы просто берут и подставляют. Они никак не поймут, что именно среднее сословие, она всегда, среднее сословие государствослужащих, это всю жизнь те же аппаратчики, которые работают и друг другу дают направление, друг другу передают из рук в руки должности и всегда остаются в среднем звене, но те, которые занимаются именно вот этой бюрократической проволочкой и засовывают именно руководителей государства, руководителей те в свои объятия и доводят их до полного краха. Мне жаль. Я в последнее время перестал говорить, писать. Я не вмешиваюсь в политику. Я просто даю анализ. Я не буду вмешиваться в политику. Но я всегда требовал верховенства права. Если мы живем в правовом государстве, то мы должны требовать верховенства права. Если мы живем в телефонном государстве, то мы должны требовать телефонное право. Если это закреплено в Конституции. Но в Конституции у нас закреплено, что мы живем в правовом светском государстве. И мне
Да более обидно за тот народ, который проголосовал за многих наших депутатов. За многих, не за всех. Которые, кроме как создавать популистические предложения об изменении флага, то-то, то-то, то мне жаль тот народ, который поверил им. А может быть и не жаль, потому что голоса были куплены. С каждым днем все хуже и хуже, хуже и хуже становится во всей структуре правоохранительных органов. С каждым днем все страшнее становится в следственных органах, когда ты уже не знаешь, что тебе слепят. И поэтому говорить о правовом государстве, то уже даже и не хочется. Тому подтверждение некоторых, черно по белому написано, что есть постановление пленума. Черно по белому расписано. Оно обязательно для судов и судей. Черно по белому написано, что это узаконивается Конституцией. Следственным судьям Первомайского района, в особенности Первомайского района следственным судьям, им плевать на нормы Конституции, на пленум, на УПК. У них, я так понял, теперь свое УПК. УПК подгонки. Я не хочу оскорбить всех судей Первомайского района суда. Среди судей Первомайского района суда есть реально хорошие судьи, порядочные судьи, грамотные судьи. Но институт следственного судьи пришел полную вакханалию. Вакханалию, где следственные органы просто диктуют целой ветви власти свои условия. Мне жаль, искренне жаль тех людей, которые все-таки борются за то, чтобы мы считались правовым государством. И мне жаль. Мне жаль также себя, что я кричу везде, что мы должны жить в правовом государстве. Но мы не живем, оказывается, в правовом государстве. Мы просто живем в каком-то хаосе. Я больше чем уверен, после вчерашних выступлений по вот этому парню, который действительно болеет, которому сейчас вызвали специалиста с Алматы по его болезни. То, что я вчера до 2:30 сидел в Первомайском районном суде, то я в большей и сегодняшнее мое выступление в Бишкекском городском суде, и вот это выступление, я больше чем уверен, что сейчас вокруг меня тоже создастся такое интрига. Интрига того, что меня просто тоже какой-нибудь сляпают дельцы и будут признавать меня виновным. А институт следственного судьи, тем более Первомайского, с таким превеликим азартом мне даст сделать все возможное. Но они ошибаются в одном. Это я хотел бы сказать Главному следственному управлению МВД, Главному следственному управлению ГКМБ. Ребят, делайте все, что можете. С вами бороться — это бесполезно. Борясь с вами, превращайся в Дон Кихота, который борется с ветряными мельницами.
И смысла бороться с ветряными мельницами, оказывается, нет. И стоит ли с вами бороться тоже. Но просто я вам хочу сказать одну вещь. Конечный результат вот этого беспредела днем раньше, днем позже, но придет к своему моменту, когда все это будет достоянием тех, которые придут и будут по полочкам разбирать каждый судебный акт вынесенный, каждое постановление, вынесенное следователем. И мне жаль тех следователей и их начальников, которые думают, что они всю жизнь будут сидеть на этом месте, делать деньги, и не отвечать за это никогда. Если мы не ответим в этом мире, то придет время, когда мы будем отвечать там. А там мы все будем отвечать. Играть с народом, думать, что вы хитрее, это смешно. Акаев думал, что он хитрее. Не вышло. И все президенты, которые считали себя хитрее, не вышло. Не стоит этого делать. Я всегда призывал к миру, к спокойствию. Я всегда призывал к тому, чтобы все решалось в рамках правового поля. Но на сегодняшний день я понял, что правового поля у нас в Кыргызстане нету. И для вашей обеспокоенности я вам скажу одно. Уважаемые опера, начальники следствий, начальники следственных служб, как МВД, как КМ. Я не призывал и не призываю и не буду призывать к вашей дежурной статье. А дежурная статья носительный захват, призыв к захвату власти. Наоборот, я всегда говорю, не надо никаких насильственных захватов или же призывов. Все должно проходить в рамках конституционного поля. И в связи с этим я вообще больше не хочу говорить о следствии, о судах, потому что вы, извините меня, вы в полном дерьме, и мне вас жаль. Вы обливаете с каждым днем себя все больше и больше дерьмом. С каждым днем все больше и больше. Но вы обливаете себя до такой степени, что вы никогда не сможете больше отмыться. Поэтому мне вас очень жаль. И вот это обращение, если бы услышал Садыр Нуркоджоевич и Камчек Кадыршаевич, я утром об этом говорил. Садыр Нуркоджоевич, Камчек Кадыршаевич, в очень срочном порядке вам уже необходимо для вашей же безопасности провести реформу следственных органов. Убрать из-под прокуратуры полностью утверждение практики утверждения постановлений. Прокуратура должна заниматься надзором за правильностью применения законодательства через институт гособвинения, а не через институт утверждения. В очень срочном порядке вывести законодательно. И я бы просил бы господина Шакиева не заниматься ерундой, придумыванием всяких лучей и изгибов на флаге, а заняться реальными вещами,
вещами, где суть законодательной ветви власти – это работа над законами. Потому что те законы, которые вы выпускаете, те законы, которые вы узакониваете судами и следственными органами, просто-напросто плюются и выкидываются напрочь. Сегодня Бишкекский городской суд подтвердил о никчемности уже, можно сказать, пускай не обижаются, о никчемности пленума Верховного суда. И теперь встает вопрос, кто будет заниматься единообразием судебной практики, если на пленум Верховного суда судьи местных судов просто хотели плевать. Джамиля, мне тебя очень жаль. Джамиля, судья, ты сегодня была председательствующим. Мне очень искренне жаль. Но сегодня в судебном заседании я видел вашу обеспокоенность. Но вы влюбились в кресло и в мантию. Вы не влюбились в работу. Вот это большая ошибка. Надо влюбляться в работу, где вы должны быть чистыми. А вы влюбились в мантию и кресло. И влюбились в территориальность города Бишкек и не хотите отсюда выходить. Сегодняшний пример показал, что судебная система пришла к полному своему историческому концу. Нету правового государства. Уничтожено правовое государство. И этому способствует именно следствие и суды. А игра, наша игра, там, когда мы сидим и приходим на процессы, защищаем интересы, боремся за законность, это остается на полном нуле. Это просто театр. Это стало театром. И в этом театре участвует прокуратура, участвуют суды, участвуют, ну, можно сказать, и адвокаты. Потому что мы вынуждены играть. А страдает тот, который сидит за решеткой. Вчера вот этот парень больной. Единственная разница вчерашнего парня, который вчера чуть не умер, это в том, что диагноз его написан на латыни, а положение о тех лиц, положение правительства о тех, кто не может быть под домашним арестом, разнятся всего в латинском языке, а там написано на русском. Раз. А хотя сущность одна и та же. И то, что в положении написано, у этого парня хуже, чем в этом положении. Это раз. Нарушение и ноль о том, что пленум Верховного суда не исполняется, и следствием ГСУ МВД просто так наплевает, плюется следственный судья и плюется Бишкекский городской суд. То это просто права человека. Их нет. Поэтому, если даже завтра меня возьмут под стражу, то считайте, что это чистейшая провокация, это чистейшее слепленное это. И в этом театре я буду уже да более обидно, что из такого прекрасного государства, из такой прекрасной земли мы просто превращаемся в какой-то анархическое государство, где не закон мать порядка, а анархия мать порядка.
Мне жаль руководителей нашего государства. Вам устраивает саботаж. А вы его не видите. Вы его не видите, вы уже не смотрите. Потому что вам ваше окружение уже до такой степени замазало глаза, что вы уже, наверное, тоже потеряли почву из-под ног. Ушла почва из-под ног. Жаль, очень жаль, очень жаль. Конечно, очень жаль. Обидно. До глубины души. Вчерашний вот срыв с парнем вот с этим, сегодняшнее выступление, вот это, второй. Жалко. Я не оспариваю сегодняшнее, я не оспариваю степень виновности моего подзащитного сегодня. Да, он виновен. Может быть, он относится к категории там, но это в ходе следствия. Но я больше из-за того, что нервничаю и переживаю за то, что самими же депутатами выпущены, подписанные президентом, Конституция, законы, подзаконные акты нарушаются следственными органами, судами и прокуратурой. Мне жаль. Мне жаль. И напоследок хотел бы сказать, Камчик Адашевич, вам стоило бы посмотреть глазами ваших друзей, которые много лет работали в судах, в следствии, и сделали бы проверку своего следственного комитета, своего следственного управления, то ваши друзья вам бы показали бы, что там идет нарушение бешеное. Я уже не говорю о политических делах, там политические дела уже они давно уже ясно. Я говорю о простых делах, обиходных делах. Улану, министру внутренних дел, я бы тоже сказал, Улан, и ним. Твое структурное подразделение, как ГСУ, МВД и многие, но у тебя, наоборот, ПВДшники, по большому счету, лучше работают. А там, что творится, это просто... Мне тебя жаль, Улан. Возможно, ты пытаешься, ты что-то работаешь, какое-то новшество вносишь, но тебя тоже подводят. Мне жаль Курманкул Туктурлевича, моего коллегу, моего друга, который, где к его замам подходит и подставляет, может быть, там следственные органы. Мне жаль председателя Верховного суда Замира Курамаевича. Замир Курамаевич, вы не справляетесь с работой председателя Верховного суда. Вы не можете контролировать действия ваших судей. Вы не можете отобрать тех судей, которые не будут прогибаться под следствием, потому что судебная ветвь власти по своему на сегодняшнее состояние она пришло. Она полностью прогнулась. Но вы понимаете, Замир Курамаевич, что вы этим самым подставляете самого президента. Потому что основа президентской власти – это чистая судебная власть, исполнительная власть и законодательная. Поэтому мне действительно на сегодняшний день реально уже обидно за наше государство.
которое превратилось из правового государства в телефонное государство, где существует телефонное право. И это ведь мы все сейчас будем говорить, что вот это президент, да без его ведома. Да ерунда это. Окружение. Окружение. Уже окружение хозяйничает на этом. Родственные связи, окружение уже хозяева этой жизни. Вот в чем где обидно. Больного пацана закрывают. У которого серьезная болезнь. Человеческого ничего не осталось. Просто сказали закрыть. А там он на допросе сидит и его трясет. Просишь, умоляешь, плевать. Показываешь документы, плевать. Показываешь справки о его состоянии здоровья, плевать. Зато первый зам генерального, он удостоверяет. Содержать под стражей. Я не обвиняю зам генерального, он же не может каждым делом заниматься и смотреть. Ему преподнесли, и он подписал. Умыли глаза. А вот эта вчерашняя сцена с этим парнем, это... Я вчера сам испугался в реальности. Подставляют всех и будут подставлять. Поэтому живем и будем жить. Говорить о правде, говорить о верховенстве права больше не буду. Не хочу. Потому что смысла нету бороться с ветряными мельницами. И быть Дон Кихотом тоже не хочется. Просто уповаю на то, что придет день, когда вы одумаетесь, следствие, суды, и поймете, что человеческая жизнь, она важнее. Что каждый гражданин Крымской республики имеет одинаковые права. Так что, Жашасын Кыргызстан, алга Кыргызстан.